Так, сейчас как? Есть звук? Раз, раз, раз. Звук появился? Раз, раз, раз. Я так полагаю, что звук есть, да? Яхшы, рахмет. А, демек яңадан башлыйбыз. Кадірлі достар, ассалаумалейкум, хайырлы кечлер, доброго времени суток, дорогие друзья. Сегодня я, Руслан Асин, на канале Татполит. В общем, мы в еженедельном дайджесте будем сегодня обсуждать с вами важные новости и чуточку, как обычно, концептуальной части обязательно, да, Игзур Ахмед. Но сегодняшнее выступление я бы хотел начать с двух печальных новостей. Кайгылы хәбәрләрдән башлыйсым килә. Бүген күренекле галим, известный ученый сегодня татарского мира Марсель Абы Ахмеджанов скончался на 86-м году жизни. Вы знаете, это большой историк, филолог, который провел огромную работу в качестве человека, который занимался и шажаря, татарской культурой, татарской, собственно говоря, этнической историей и на разных должностях в различных институтах академических, да, и как педагог. Огромное количество книг у него вышло, несколько книг его у меня есть, он сам мне дарил. Это действительно глыба, человек прям вот всеми своими клетками, всеми был интеллектуал, очень благородный, видно было, что в нем такая аристократическая стать, был патриот большой татарского народа и в целом как бы вот занимался служением татарскому народу, ну вот долго болел, умер. İkincisi, Щенщикин, то есть позавчера скончалась тоже видный представитель татарского национального движения, друг нашей семьи, Гульфания Апа Залялова, ну, по-татарски Жалялова. Она вообще скончалась на 88-м году жизни, она тоже была ученым, физиком, супруг у нее тоже активно очень участвовал в деятельности национального движения, он тоже биолог, он тоже доктор наук был, они преподавали, я был знаком с их дочерью, вместе работали в Казанском университете, она была там главным архитектором, и, соответственно, внучек. Знал, это очень воспитанные, очень образованные все люди, четкие, вот прям нацеленные на отстаивание справедливости, правды. И, в общем, такие очень бесстрашные люди были, вот до последнего они участвовали, Гальфания походила билась за открытие татарской гимназии в Советском районе, будучи сама педагогом, преподавала в медицинском университете и до этого в школах преподавала очень много, была очень такая деятельная и активная. Ну вот, Казанчка Коршандык Шилер бакыйлыкка какие-то бара, и, соответственно, понимаешь, что после них остается какая-то пустота, потому что неким заместить этих людей. Это действительно мастодонты, очень благородные, очень интеллигентные люди, отстаивающие, как я уже сказал, принципиально вот позицию и татарского народа, и справедливости. А сейчас то, что мы видим, на самом деле все очень и очень печально, потому что огромное количество есть людей образованных, но, как говорил Ленин, это образованцы. Образование есть, а мозгов нет. Фикр юк. Фикрі болса да, ол татарға хизмет етмейді. Даже если у него есть мышление, но он это мышление не направляет на службу там, народу, вере, проекту, да, он делает деньги, или он служит там в Москве, прислуживает, или еще куда-то, там, ведет какой-то обывательский образ жизни. Это очень печально, потому что нация определяется наличием интеллигенции, это и есть настоящая элита. Носители дискурса, носители мысли, носители мышления. Формирует нацию, потому что
Остальное это просто народ, масса, с которой вы не можете требовать больше того, чем она может. Вы не можете требовать с людей, которые пашут на земле, чтобы он занимался какой-то интеллектуальной деятельностью, борьбой. Это не его задача. А вот задача элиты интеллектуалов, людей воли, людей доброй воли в том, чтобы создавать эту самую нацию, каркас нации. Если их нет, все остальное это просто масса, множественность. Связанные, да, одним языком, одним, возможно, прошлым, но самоощущения это нет нации. Во-вторых, они самовыразиться не могут. Ну, не может он выразить. Теперь, дорогие друзья, прежде чем мы перейдем к нашим основным темам, то, что я обозначил, Татарстан без границ, вы знаете ту модель 5 Татарстанов, про которую я говорил о том, что в 1920 году нас загнали в эти рамки, в эти границы, и большая часть татарского мира, сейчас более 73% татар проживает за пределами Татарстана. Ну, это как бы, вы же прекрасно понимаете, что когда нам нарезали, сознательно оставили огромную часть татар за пределами вот этого образования, которое называется сейчас Татарстан. Поэтому вот модель тех самых 5 Татарстанов, она есть на сайте у нас Татполит, и я делал несколько эфиров, посвященных этому. Значит, наша основная задача, когда будет сломана эта империя, надо пересматривать и перекраивать границы, бесспорно, потому что есть несколько моделей. Я его называю БТР, Большая Татарская Республика, есть Идель-Урал, есть то, что называется проекция татарского логоса и татарского влияния, есть старая диаспора и новая диаспора, и вот эти вот все модели, они должны взаимодействовать, они должны с друг другом коррелировать и синхронизироваться. А без этого проблематично, потому что Агарда, без люди, которые, народ, который с нашими братскими тюркскими народами владели большей частью Евразии и нас загнали в такой вот маленький кусочек земли, это, конечно, унижение. Однозначно. Если даже самая восточная окраина Евразии, связанная с островами там Курильской гряды, называется Татарский пролив, это же о чем-то говорит. Так ведь? Соответственно, мы входим в новую эпоху и в новую эру с новым Татарстаном, с проектом нового Татарстана. Конечно, он основан на наших исторических всех аспектах. Но мы не согласны с тем, что нас загнали куда-то, и теперь говорят, ну вот довольствуйтесь, вам этого достаточно. Нет, недостаточно, потому что мы претендуем на то, что наше. Мы же не берем чужое. Мы не посягаем на чужие земли, на чужие территории абсолютно. Мы никогда не жили так. Но в прошлый наш эфир мы говорили про вот кочевое сознание. Это не значит, как многие воспринимают, что нужно сесть на коня и туда-сюда кочевать. Нет, это означает, что у нас в хорошем понимании есть экспансионистское мышление. Мышление, которое может преобразовывать формы, пространства, и учитывающее, что мы носители большой истории, смогли, как никто другой в мире, не просто захватить, как считается, территории, потому что в те баснословные и славнословные времена еще на большей части территории Евразии народ не проживал. Нет. Смогли дать проект политический, цивилизационный проект, осенить территориально это все идеологией и неким дискурсом, если вы понимаете, о чем я говорю, да? То есть вот, ну, была территория, как бы вот она так, бесхозное какое-то физическое явление. Потом приходят люди и придают этому как бы смысл этому придают. И через него выстраивается политико-цивилизационная структура. Вот о чем мы говорим.
Дальше. Сама Московия стала возможной только через осеменение, сделанное в свое время Золотой Ордой. Многие историки об этом говорят, что если бы не Золотая Орда, если бы Золотая Орда не пришла и не положила конец тем распрям, в которые они были погружены, эти великоросские и славянские княжества и удельные территории, то ничего бы они не смогли выстроить. Вы знаете, князь Трубецкой, известный евразиец, утверждал, что московское государство возникло благодаря татарам. Ну, татарскому игу он писал. То есть свержение татар свелось к замене татарского хана православным царем и к переносу ханской ставки в Москву. Это писал Трубецкой. Да, евразийцы считали, и Гумилев, и Данилевский, что именно тюркско-татарский аспект воздействовал на эту Московскую Русь, которая унаследовала от ордынцев принцип верховной ханской собственности на землю, ее население, методы учета подданных, то, что называется там перепись, коммуникации, да, ямская гоньба так называемая, управление, потому что, посмотрите, весь русский язык, вот все, что связано в основном с вопросами управления, это или немецкие заимствования, или тюркские, татарские, то есть деньги, тенге, казна, таможня, это тамга, ярлык, ясак, ну и так далее и тому подобное. А историк Островский добавляет еще к этому, что к числу как бы вот тюркских еще и были московские заимствования, да, то есть, которые выступили в качестве двойных систем администрирования, то есть деление на волости и тумены. То есть тумены и дороги, то, что у нас печать, тамга, весь дипломатический церемониал. Это был взят у тюрок, да, то есть баш-ур, так называемое дипломатическое, главный дипломатический акт. Там, значит, беклеребеки, двор – это, по сути, орда, да? И военное дело, местничество, служение, служение как вот воинская доблесть, термины базар, балаган, бараш. Бараш до сих пор у турков, кстати, это мир. Стакан, ну и так далее и тому подобное. То есть, по сути говоря, с политическим доминированием, естественно, пришел и образ, взгляд, лексикон. Потому что если у них до этого не было всего, о чем мы говорили, то его и в языке не было. Не было в языке. Это просто какие-то вот разрозненные структуры, которые, конечно, там взаимодействовали с кыпчаками, с половцами. Мать там Александра Невского была кыпчачка, как известно, да, и они считали это очень респектабельным и важным элементом заключения вот таких вот браков междинастических, потому что, ну, это придавало им статусности. Никто же не орал там, какие-то кочевники. Это они потом начали переписывать историю и принижать кочевников. Там дальше. Известно, что до четверти знати русских аристократических родов происходили из тюрко-татар. Я вот сегодня даже в телеграм-канале написал, что там Борис Годунов, это вот чета, это известный там тюркский род, которые прибыли после Батыя в Орду, ну и так далее и тому подобное. Это были носители аристократического взгляда.
А подчиненный, он же не может быть аристократом. Он сломленный, он надломленный, он холоп, вот как и происходило. И только через вот, трансформацию ордынскую они смогли понять образ власти, систему власти. А вот где-то вот с середины 15 года, я извиняюсь, 15 века, начинается новый этап ордынского прихода, когда ханы, царевичи разных орд, разных улусов, постепенно вследствие потери Золотой Ордой влияния, да, они приходили на территорию вот этой вот Московии, отдельных княжеств, для того, чтобы участвовать там в политической деятельности. Потому что это были люди власти, и они не могли просто жить как обыватели. Это претило их существу, их натуре. Не может воин, властитель сидеть и там заниматься земледелием или еще чем-то. Он человек дела, он человек власти, как я уже сказал. Поэтому они приезжали, а учитывать надо, что эти знатные представители ханы, царевичи, мурзы, они же не одни приезжали, они приезжали или семьями, или со своей ордой, и переселялись постепенно. И там как бы вот постепенно интегрировались. Вот таким интересным посредником в рокировке метрополии и колония, потому что, по сути, Московия выполняла роль колонии. Она выплачивала дань, но при этом она получила очень много. Она обрела единство, спокойствие, отсутствие братоубийственных войн. Церковь так вообще одобряла присутствие ордынцев, татар. Почему? Потому что они были освобождены от уплаты десятины, которую вот эти вот князья русские налагали на свою же церковь. У ордынцев был принцип, еще шедший с Чингиза, в Ясе, о том, что все религиозные группы и их структуры клерикальные, они должны быть освобождены от уплаты налогов, тарифов. Ну, тогда еще Трампа в живых не было, тот бы и 125% тарифов на них наложил. Но ордынцы вот в этом смысле были очень честки и очень принципиальны. И Гумилев писал, и другие, что если бы не Орда, не состоялась бы никакая Московия, потому что, во-первых, они бы друг друга поистребляли, во-вторых, у них не было образа власти подлинного проекта, во-вторых, они все заимствовали от политического проекта до лексикона, до ведения внешней политики, тактики и стратегии. Так вот, роль такого посредника выполнял между Ордой и Москвой внук Тохтамыша, хан Улу Мухаммад. Вы знаете, кто такой Улу Мухаммад? Он жил в 1405-1445 годах, где-то 40 лет. Он считается основателем Казанского ханства. Он правил Золотой Ордой, Крымом, потом вследствие там междинастических распри и конфликтов он вынужден был уехать в Литву, а потом на территорию Улуса Волжской Булгарии основал Казанское ханство. Но так как это все единое пространство было, он спокойно мог уехать в Крым, он спокойно мог приехать в Казань, в Сарай и так далее. И вот сыновья Улу Мухаммада, Махмутек или Кичи Мухаммед, да, маленький Мухаммед, и Ягупу или Якуб, но он в русской транскрипции летописях идет Ягупу, они смогли в 1445 году, как раз когда умер Улу Мухаммад, пленить великого московского князя Василия II и получить за его освобождение огромный выкуп, всю казну, как гласит летопись. А также
забрали вот эти вот земли по Оке в кормление татарам. То есть обратно вернули, чтобы они выплачивали дань. Эта сделка, кстати говоря, вызвала большое негодование двоюродных братьев Василия II, которые ослепили Василия, они же ослепили, вопрошая, почему ты любишь татар и не даешь, значит, христианским людям там денег или жития и так далее. Для чего и изнуряешь народ свой податями. Об этом Карамзин об этом пишет активно. Но важным аспектом этого противостояния Казани и Москвы уже тогда, не Орды в целом, а уже Казани и Москвы, стало вот прибытие в Орду и в различные ханства, которые стали образовываться постепенно вследствие распада Золотоордынской державы, различных ордынских царевичей, которые переходили на ратную службу. Они были отличные воины, они были прекрасными политиками, соответственно, аппарат у них был соответствующий, да, призванный как бы вот нести ратную службу. Так вот, после того, как основатель Казанского ханства Улу Мухаммад, как я уже сказал, в 1345 году умер, Махмутек, его сын, ему наследовал, и началась вот эта вот ненужная распря за власть между Махмутеком и двумя его младшими братьями, Якупом, про которого я говорил, и Касимом. Касим, потом Касимовское ханство, знаете, да. И все это переплелось в борьбу событийно между Василием II и Дмитрием Шемякой. И вот на оси противостояния Москва-Казань образовались так называемые враждебные полюса. Это Махмутек в союзе с Шемякой и Василий в союзе с Касимом и Якупом. Понимаете, вот как переплелось. Если бы тогда наследники Улу Мухаммада, чингизиды, выступили единой силой, тогда не случилось то, что случилось спустя ровно 100 лет, ну, практически 100 лет, нападение Казанского ханства и Астраханского. Вот тогда, в середине XIV века, случился такой очень важный и символический поворот. Вслед за Василием Темным, ослепленным, который вернулся из Казанского плена, его выпустили за выкуп, да, на вот эту вот Русь прибыл казанский царевич Касим. И он стал, ему дали надел на территории Рязанской области нынешней, да, до сих пор там город Касимов есть, и там основалось Касимское ханство. Хотя, как известно, практика взаимодействия, создания союзов была популярна еще со времен половцев, потому что Витовт, это литовский князь известный, да, он оказал прием Тохтамышу, а его внук, значит, Василий Темный, проявил повышенное внимание к татарам. Есть данные, согласно которым до Касима на московской службе в 1445-46 годах состоял чингизид Бардедат, сын Худайдата. И вот именно с Касима начинается эпоха татарских ханов в Московии. Короче, хан
Касим выступает в защиту Москвы в 1449 году, когда татары там, Сиди Ахматовы, совершают набег на Московию. И в плен там забрали, пленили жену князя Василия Оболенского, того самого известного Оболенского, да. И султан Касим ответным ударом пошел на Казань. Ну и так далее. То есть получилось, что вот городище Мещера, он же назывался потом Мещерский юрт на Оке, то, что я говорил, Касимовское ханство, откуда мои предки родом. Вот там был возведен град Касим. И что интересно, что в пределах вот этого московского княжества возникло Касимовское ханство, которое было равное по статусу Казанскому и Крымскому. Это я к чему говорю, дорогие друзья, погружаю вас в эти самые исторические дебри. Я к тому, что проекция нашего присутствия, она до сих пор там, до сих пор. В Рязани, в Московии, я вообще говорю про Поволжье, Сибирь, то, что называется Дальний Восток. Поэтому говорить о том, что вот ваша маленькая территория, там и живите, это абсолютно не наша тема. Иван Грозный всю жизнь доказывал свое право на царский титул, как известно, но при этом в 1574 году на Московское царство увенчал великим князем Руси Касимовского хана Саин Булана, которого в крещении прозвали Семен Бекбулатович. То есть 2 года, 1574-1575 годы, царские указы выходили под именем Семена Бекбулатовича. А Иван Грозный слал ему челобитные, знаете, подписываясь князем московским Иваном. То есть вот потом он вернулся, как бы, да, сделав тот самый террор опричный, но он вернулся на царство, а Семену Бекбулатовичу пожаловал титул великого князя Тверского и отдал ему Тверь и Торжок. Тверь и Торжок. Но что интересно, что и Тверь, есть данные, основали еще половцы. И город так назван в честь матери одного половецкого князя. То есть, что мы получаем? Татары, тюрки, они и в политических распрях выходили на первые позиции, да, уже как бы на стороне Московии, но в целом этот вот сегмент, этот ресурс, он очень важен. И вот эта вот проекция власти, она обязательно должна иметь тот самый и территориальный, в том числе, аспект. Потому что без этого никак. Если вас лишают территории, то в современном мире вам, конечно, удастся как-то выжить, но вы должны действовать в режиме сообщающихся сосудов, о чем я говорил. Вот есть статичный Татарстан, территориальный, а есть динамичный, то есть мы, которые расселены, которые находятся в состоянии изгнания, хиджры, которые проживают от Канады до Австралии. Вот это вот динамичный, так сказать, Татарстан. И они должны друг на друга воздействовать, как поршень, да? Ход-противоход, ход-противоход. И это создает движение. Без этого никак. Но как только мы соглашаемся на одну часть, мы теряем вторую часть. Вот в чем дело. То есть и это должна быть и территориальная, статичная, и динамичная экстерриториальная. Без него никак. Значит, грубо говоря,
Сырауларыңыз болса, yazыңыз, қадірлі достар. Если у вас есть вопросы, пишите, но только пишите вопрос, чтобы я видел, потому что сегодня без админа, поэтому... Значит, вот вопросы, которые прислали, новости, которые мы с вами, как обещали, будем обсуждать. Значит, у казанского следователя нашли квартиры и машины на 400 миллионов рублей. Речь о бывшем главе отдела СКР по Приволжскому району Казани Эдуарде Закирову. На него были записаны 3 частных дома, 2 квартиры, 3 парковочных места, а также автомобили Porsche Cayenne, Jeep Grand Cherokee. Значит, в общей сложности общая стоимость найденного имущества 400 миллионов рублей. Он, значит, был задержан за получение взятки от бизнесмена Марата Сахапова. Ну и так далее. То есть вот представляете, уровень взятничества вот этих вот силовиков, которые грабят наш люд. 400 миллионов. 400 миллионов рублей, а денег нет на что-то важное. На духовное, на культурное, на политическое денег нет. Мало того, что отправляют на так называемое СВО, тут еще вот это вот сволота всевозможная. Я-то с ними как бы имел дела не очень приятные, да, имеется в виду силовиками. Это же всегда как бы люди на дорогих машинах. Образ жизни у них абсолютно такой вот барский. Они чувствуют себя хозяевами мира. Ну вот, видимо, с кем-то не поделился, поэтому ему хвостик-то прижали. Сам факт того, что Татарстан вместо того, чтобы вычищать вот эту вот сволоту и протаптывать дорогу к нормальному Татарстану, в будущем не сегодня-завтра все равно он освободится. Он как бы вот этих вот всех гадов у себя содержит. Потому что от них-то все равно надо будет избавляться от этих вот людей. Им же без разницы, хоть у него татарская фамилия, хоть у него там русская фамилия, хоть китайская фамилия, он не перестает быть взяточником. Он поклоняется деньгам, он служит деньгам. Дальше. 16-й Международный экономический форум России «Исламский мир». Казан форум. 13-18 мая приедет 20 тысяч человек. Он покажет силу России, заявил Хуснуллин на оргкомитете. Слава Миниханову, участие на данный момент подтвердили гости из 74 стран и 51 региона. В прошлом году форум собрал более 20 тысяч участников из 87 стран и 87 регионов. Но это, в принципе, хорошо, потому что Татарстан накачивает субъект на себя, и это в будущем все равно сыграет хорошую службу. Да, там, понятно, не очень приятные речевки, да, там, понятно, под неким контролем Москвы, но в целом это исламское мероприятие, где так или иначе наши потенциальные союзники, потенциальные друзья будут присутствовать. И нужно использовать эти площадки. Я обращаюсь к тем, кто там будет участвовать, для налаживания связей неофициальных, неформальных, экономических, политических, идеологических и так далее. Это обязательно должно будет в будущем выстрелить. Дальше. Раис Татарстана Рустам Миниханов получил звание почетного доктора Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого. Ну, тут все понятно, что говорится, что обсуждать каждый наш Раис, что не хан, то Минихан, что не доктор, то академик. Ну, один академик в Чечне есть. Ну, вы знаете, кстати говоря, идут разговоры о возможном смещении Кадырова, потому что на него вот этот вот накат сейчас пошел, якобы он там ведет сепаратные переговоры с дубайскими шейхами о переводе своих авуаров, ресурсов, средств и родни. Это якобы стало известно Путину, и там очень сильно на него взбеленились. Да, дела у Кадырова идут не очень хорошо, это уже понятно. И есть несколько кандидатур. Ну, скорее всего, это будет или Адам Делимханов, или же Лорд.
И в этом случае клан Кадырова будет растаскан. Татарстанская элита боится очень этого сценария, подобного сценария. Потому что это два региона, всего в которых как бы система власти, она устоялась. То есть она прошла период транзита, и процесс транзита относительно безболезненно для себя. От Кадырова-старшего к Кадырову-младшему в рамках одного клана. В Татарстане от клана Шаймиева к клану Минихановых, хоть и не один клан, но он как бы находится в одной, сказал бы, лодке, но на лодках они не катаются, не ходят на одной яхте. То есть все равно, да, были терки там определенные у них, пока все утряслось, там делили деньги, недвижимость, предприятия, все остальное, но в целом это как бы вот такой монолит относительно. Поэтому словом там кадыровского клана будет означать понижение влияния чеченского фактора на российскую политику. Это сильно беспокоит силовиков. Как бы там Кадыров не клялся в верности, любви и прочим психологическим и чувственным тонкостям, все прекрасно понимают, что он не свой. Он не свой. В отношении Татарстана то же самое. Такая же история. Поэтому наши очень сильно боятся, как бы вот этот кадыровский сценарий не повторился. А как могут они перестраховаться? Здесь большая проблема. Потому что все зависит не только от взаимоотношений условного Миниханова и Путина. В конечном итоге и у Кадырова, и Путина отношения очень даже хорошие. А это вопрос о центрах влияния, кланов и групп влияния внутри Кремля. Потому что там есть же разные кланы, там условно Сеченский, Ротенберговский, внутри ФСБ есть, да, там и так далее и тому подобное. Олигархические группы. Они все вот так вот перемешаны, и все зависит от того, на кого ты делаешь ставку и на кого ты там, с кем ты связан. Вот татарстанские элиты поставили на этого Михельсона, чтобы отбить атаку от Сечина, который хотел забрать там Нижнекамск нефтехим, Татнефть. Вот они заключили этот союз с Сибуром, отдали ему, по сути говоря, Таиф, вывели деньги в кэш и за ним спрятались. Но не факт, что он завтра проиграет схватку с Сечиным, и тогда и нашим кранты будут большие. И будет ли там условный Путин смотреть на политическую целесообразность? Ему там свои деятели, олигархи, приближенные, накапывают на ухо, что нужно менять. Нужно менять там, Миниханова, потому что он вот связан с проигравшей стороной. Дескать, ну вот так вот оно бывает. Проиграл суверен, проигрывает сюзерен. Рубит голову князю, рубит голову его подчиненным. А так как Россия это, по сути говоря, не домодерновая, а по факту неофеодальная система, так оно и происходит. Дальше. В Верховном суде Татарстана прошли прения по обжалованию второго приговора по уголовному делу из главы Татфондбанка Роберта Мусина. Его приговорили к 11 годам колонии за злоупотребление полномочиями на 23 миллиарда рублей. В прошлом году ему добавили сроку еще 1,5 года за новый эпизод злоупотребления полномочий. Мусин свою вину по второму делу не признал и вместе с защитой обжаловал решение. Вы знаете, что интересно? И действительно, Мусин стал жертвой. Я не к тому, что он прям безвинная такая лошадка. Конечно, нет. Я имею в виду совсем другое. Он был кошельком клана. В 2017 году, когда пошел мощный накат на Татарстан, отмена языка, не пролонгация договора о разграничении полномочий и предметов ведения между Татарстаном и Российской Федерацией и обрушение банковского сектора, это все часть одной стратегии по политическому демонтажу Татарстана. Татарстанские элиты не были готовы, абсолютно не были готовы. Я знаю, потому что как бы вот мы находились на пике всех этих вещей тогда. Тогда же прошел Всемирный конгресс татар, и я был свидетелем, какая там возня была, потому что хотели сделать Миниханова, я извиняюсь, Шаймиева
главой, то есть была идея сделать его президентом Всемирного конгресса татар. И там пошла борьба, потому что в этом случае, если бы Шаймиев стал почетным президентом Всемирного конгресса татар, представляете, как бы получилось? Президент Татарстана Миниханов, а главный татарин Шаймиев. Ну вот как это, и с его политическим весом, влиянием и ресурсами возник бы дополнительный центр силы. Ну, Миниханову это не нравится. Миниханов все-таки он хан, так вот, мини-хан только, да? И он как бы тоже так вот по-аристотелевски является политическим существом. И поэтому там началась очень сильная возня в кулуарах Всемирного конгресса татар. Вот в день избрания, я знаю, там несколько часов они совещались, и было принято решение найти компромиссную фигуру, бессвязную, не харизматичную, как бы подвешенную. И таковым стал Васил Габдельгаязович Шейхразиев, который на тот момент был вице-президент, я извиняюсь, вице-премьером, бывшим мэром Челнов, который был и до сих пор подвешен, потому что уголовные дела на его брата и на него есть, потому что там были какие-то махинации в городе Набережные Челны, когда он был градоначальником там с земельными землеотводами. Махинации, человек он богатый, вертолет, самолет, и все, самолета нет, вертолет есть. Поэтому нашли. Он как бы компромиссный, слабый. То есть он как бы ничего ни на что не претендует, ему не до жиру быть бы живу остаться. Тем самым как бы убрали, сами же понизили статус Всемирного конгресса татар. Ну и потом уже, вы знаете, 22 год, то есть с 17-го 22 там раз в 5 лет проходит съезд Всемирного конгресса татар в Курултай. Ну, приняли вот эту вот резолюцию, понятную там в поддержку войны СВО, и дальше как бы политическое влияние Конгресса татар стало падать. И вот тогда все это произошло одномоментно. Атака на татарский язык, на банковскую систему, непролонгация договора. Мы настаивали на включении вот этих пунктов в резолюцию Всемирного конгресса татар. А до этого я просто участвовал в написании итоговых документов Всемирного конгресса татар, начиная с 2017 года, 2007 года. В 2007 году тоже участвовал, да, но в 2012 и в 2017. Это все не вошло, испугались. Дальше оказалось, что наши были не готовы, но при этом, то, что касается бабла, то у них там, сами знаете, чуйка хорошо работает. Перед крахом Татфомбанка они вывозили деньги, они вывозили кэш. Они в прямом смысле вывозили кэш. А тогда премьер-министром был, значит, как же у него фамилия-то? Халиков. Он родственник по линии жены Шаймиева, тоже был, кстати говоря, мэром Набережных Челнов. И на него все свалили, потому что он был председателем правления Татфомбанка. Его сделали козлом отпущения, он подал в отставку, Мусин, как глава Татфомбанка, сел. А деньги-то вывозили совсем другие люди. Мусина, надо сказать прямо, татарстанская элита пыталась отмазать. Ну, я, правда, не знаю, но говорят, что он не сидит даже, его привозят в суд, а на самом деле он там где-то. Ну, это часто такие разговоры идут, здесь я не могу ничего утверждать ни в утверждении, ни в отрицании этого. Так что, а что такое Татфонбанк и вся вот эта вот система банковская? Как сказал в свое время Талгат Абдуллин, который стоял у истоков татарстанского банковского сектора и главой был Акбарсбанка, был председателем Меджлиса, потом Шаймиев его перетянул на себя, действительно, человек светлая глава, потом возглавлял Госжилфонд, так называемый, да, который
застраивал в Татарстане социальное жилье. Он сказал, что создание нами Акбарсбанка и вообще банковского сектора это сродни тому, что мы создали армию. Ну, чуть преувеличил, конечно, но то, что это значимое явление, было бесспорно. Потому как этот банк принадлежал и принадлежит Татарстану. То есть все остальные банки, они как бы в России знаете, в чьих руках. А здесь как бы сохраняли Татнефть и банк. И вот Акбарсбанк устоял, а все остальные, там 6 или сколько банков с ними связанных там, они все попадали. Они все попадали. И это, естественно, был серьезный звоночек. Так, 12 апреля на площадке Сава-парка в Дубае в третий раз прошел масштабный Сабантуй. В празднике принял участие, да, но это понятно, там татарстанские элитарии любят собираться в Дубаях, плясать, есть очень пачмаки. Еще раз, я не против Сабантуя, но я, как много раз говорил, за возвращение его исконного начала. Первое. Главный принцип такого рода мероприятий был курултай. То есть то, что выражено в понятии «делу время, потехи час». Явный. На всех уровнях. Ауылда болсынмы, зор шәһәрдә болсынмы, анда ил кыссаларында болсынмы. Аның төп мәгънәсе киңәшләшү. То есть его основная функция была в чем? Собиралось сообщество в рамках этого махалли, села, орды, города или иля всего, и решали вопрос стратегического характера на год. Что мы решаем? То-то, то-то, то-то делаем. Кичкина махалля, там маленькая махалля принимает решение. Дорогу делаем, значит, здесь помогаем, значит, там погорельцам выстроить и так далее. И небольшое время уделяли вот непосредственно каким-то празднествам. Ну, то, что вот Сабантуй, какие-то спортивные состязания и так далее. Ну, дальше уже от Сабантуя то, что сейчас стало, это, понятно, никакого отношения не имеет. Но вот культ Сабантуя, он перерос от вот такого стратегического, важного курултаевского, совещательного, в пляски бесконечные, уже где-то даже там с алкоголем и с свиниными шашлыками. А спрашивается, оно нам нужно? А сколько денег уходит у Сабантуйлара? Смотрите, на каждом уровне, сельском, городской, всероссийский сельский Сабантуй, федеральный Сабантуй, там, международный Сабантуй, детский Сабантуй. Сейчас, значит, там в Дубаях, как в той известной песне, да? Ну ладно, если это на деньги каких-то жертвователей. Ну, дорогие друзья, ну тогда учитывайте базовую, основополагающую функцию Сабантуя. Стратегическое планирование. Собирайте умных людей, инфлюенсеров, то, что называется, те, кто оказывает общественное и иное влияние. Выстраивайте стратегически, создавайте какие-то неформальные сообщества, да, если там боитесь, понятно, государевого и ФСБшного ока. Действуйте хитро. Нет, а все выливается в том, что, да, красочный Сабантуй, бешеные бабки все, на это все затрачивается. Биллер, Вашилар, Жерлилар, Сунумблям Вассаля. И этим все заканчивается. Ну, не в этом же дело-то было. Тогда, если мы возьмем все эти деньги, все эти ресурсы, и трудоресурсы, и временные ресурсы, и потратим на что-то нужно. Вы знаете, какой эффект будет? До сих пор, ну, сколько уже бьемся? Ладно, Мектепляр Юг, там сейчас это невозможно открыть, школы. Но частные вот это вот университеты, онлайн-университет, что трудно этим баем, что ли, сделать? Сколько я раз говорил? Совокупное состояние 4-долларовых миллиардера, двух сыновей Шаймиева, Сультеева, Шахабуддинова, составляет почти 9 миллиардов долларов. Эти же деньги, знаете, на чем основаны? На эксплуатации нефтяных
ресурсов татарстанских и предприятий, построены татарстанцами. То есть у каждого татарстанца и у татарина, согласно Конституции 14 статье, есть право на то, чтобы требовать исполнения его духовных и культурных запросов и потребностей. То есть он имеет пай, каждый человек. Я понимаю, это звучит слишком гладко на бумаге, да забыли про овраги, но это так и есть. А мы же не используем, мы же не давим на этих людей. Вот для них дать средства на создание там онлайн-университета, это вообще капля в море. Они владельцы яхт, заводов, газет, пароходов, вообще не заметят этих денег, просто не заметят. Теперь, возвращаясь к самому началу. Вот позавчера и сегодня ушли два ярких, видных представителей татарского национального движения. Бектания Апахан, Марсель Абай-Ахмеджан. Это ученые с большим именем. А заменить их некем практически. И вот эти вот площадки, это онлайн-университеты, я понимаю, что там полноценного академического ученого ты не воспитаешь, но дело даже не в этом. Перед нами стоит другая задача, хотя бы создать алгоритм воспитания интеллектуального и духовного людей в нашей мировоззренческой оптике, татарской оптике, хотя бы давать основы. История, культура, дин, тель, язык, да, какие-то навыки использовать. Есть, конечно, там молодежь делает, понятно, вот сейчас будет 20-летие акции Минтатар Шас Иляшам, которую мы начали в 2005 году, да, она приобрела сейчас такой масштаб большой, но этого недостаточно только, этого недостаточно. Нужно подключаться всем. Но нас ориентирует на что? Татар навсегда татар. Давай, значит, вот сабантуй, и этого тебе достаточно. Поучаствуй в сабантуй, и с тебя, как говорится, дальше взятки гладкие. Вот это я и называю сабантуйщина. В свое время я написал статью в «Бизнес онлайн». Надо будет ее актуализировать, как-то поставить, может, на сайт, может, в телеграм-канал, про сабантуйность. Там как так называлось, там у нас сплошная сабантуйность, что-то такое. И как бы я попытался концептуально изложить, какие у нас проблемы. Это 2017 год, как раз после всех этих событий, или 2018. И тогда мне написал уже мархум Ремзиль Абы Рязиль Исмагилович Валиев, да, тоже известный аксакал, в общем, писатель, депутат долгие годы. Ну, вы знаете, большая фигура в татарском мире. Он, значит, мне написал там Руслан Бекевши Макаля, Тагляй Былай, Фикерляргас Биксаллы. Но вот ничектір вот сабантуйны біраз нетесіз енді, вот тәнқитлисіз, ну сабантуй бит енді ол біздің не изгі әйбір, сакраль әйбір. Мен айтамын, мен бит сабантуйға тимеймін. Я же не трогаю сабантуй. Я говорю про сабантуйность восприятия. Знаете, это разные вещи. Разные. То есть, когда все дозировано и в рамках как бы вот существующего порядка, тогда никаких претензий нет. Вот солнце, ты получаешь необходимые, так сказать, солнечные ванны, витамин D, все прекрасно. Когда ты как сумасшедший занимаешься праноедением, как эти веганы, там считают, что ничего есть и пить не надо, достаточно солнца. Это заканчивается плачевно. И во всем так. У каждого должно быть свое место, время, назначение и дозировка. Если ее нет, то, дорогие друзья, эта крайность приведет нас к краху. Что и получается. Бобер какой-то пишет: Руслан, а что вы делаете для татар? Ну, побольше тебя, дорогой. Явно. Отчет здесь держать не буду. Достаточно того, что я сделал, вся моя деятельность, в общем, на виду. Так, ну, Ниндес Раулар Вазбар, какие у нас есть вопросы?
Пишут, что кодекс Куманикуса Бу-Татар-Тиль написан европейцами в Крыму во время хазарского каганата. Нашли его лишь в начале XIV века, 1303 год. Единственный экземпляр, который хранится в библиотеке собора Святого Марка Венеции. Да, название Кодекс Куманикус ему дал в XIV веке открыватель рукописи граф Кун, потомок половцев, поселившихся в Венгрии. Однако в самом тексте словаря написано «Бу-Татар-Тиль» – это татарский язык. Да, в общем, там же огромные волны, я про это тоже рассказывал, уходили в Паннонию, в Венгрию, потому что там прекрасная местность как раз вот для выпаса лошадей. В общем, как раз такая степная, да, очень зеленая, очень плодовитая. И хунны туда уходили, потом половцы под давлением, значит, вот пришедших татар и монгол. Дальше, как бы вот, и тем самым они вот эту территорию наполняли как раз тюркским компонентом. Так, хакасы называют себя Тадарлар, да. Так. Какие у нас еще вопросы? Какие у нас есть вопросы? Мон спрашивает: Руслан, почему украинцы считают Москву как наследника Золотой Орды, хотя это не так? Да потому что они не разбираются в этом, честно говоря. Я сам постоянно выступаю против этого. Они говорят: вот, ордынское наследие, Орда, да. Дорогие друзья, много раз уже повторено, если бы они по-настоящему понимали, что такое Орда, что такое наследие, кочевое, воинское, они бы так не говорили. Потому что то, что сформировалось потом на территории вот этой Московии, да, которая, конечно, абсорбировала, включила в себя политические структуры и политические элементы Орды, а дальше это просто холопство, хосподарство. Оно, собственно, и называется, да, не государство, это хосподарство. Это просто, как известно, польский термин, подразумевавший главу великого князя и двор его, хосподарство. То есть государство есть хосподарство, главное и все остальные бесправные подчиненные. Так. Что-то казанского доцента Щеглова не слышно, что, где он. А вот здесь интересно. Он, оказывается, совсем недавно, якобы отправился в СВО. Ну, как отправился? Где-то в тылу, там, в Донецке, значит, чего-то там. И тем самым, естественно, он получит статус ветерана СВО, через пару месяцев вернется, полных, скорее всего, медалей, герой, и уже с большим опломбом будет бороться за утверждение и учреждение русского мира в Татарстане. Ну, видимо, его кураторы туда направили. Так. Бобер Бобрович Руслан. Верите ли вы в сценарий, при котором Татарстан останется в составе РФ в случае передачи у некоторых территорий Башкортостана, а сам Башкортостан отделится? Что-то я, честно говоря, не понял вопрос, и сценарий, я в этот сценарий не верю. Урман, вы говорили, что песни и пляски не нужны, а вот песня башкортов Хумай как сплотил тюркскую молодежь? Как сплотил? Ну, каким образом? Ну, пропили они эту языческую песню, а как выяснилось там, теперь они поддерживают, значит, власть СВО и все остальное. Как она способна сплотить? Через 2 недели про нее забудут и все остальное. Эмоции пришли, эмоции ушли. Это же не концептуальная вещь. Это очень контролируемое, понимаете. А мы как бы вот настолько наивные, что легко поддаемся на это. Сейчас им там заслуженных артистов дали Башкортостана, значит, там, с Радием Хабировым в обнимку и все остальное. Если мы считаем, что все наши проблемы решит какая-то песня или какая-то пляска, ну тогда мне нечего говорить, дорогие друзья. Тогда получается, что мы
годы и годы бьемся впустую, объясняя людям, что мы выступаем за фундаментальный слом и за фундаментальное решение этих проблем. Зина Снежная, Руслан, что скажете по поводу завоза мигрантов? Заполонили ведь все, когда запретят приезжать огромными семьями, только рабочие визы. А что вы хотите? Природа не терпит пустоты. Природа не терпит пустоты. Поэтому те люди, которые приезжают, узбеки, киргизы, это, в общем, братские нам народы, и у нас будет с ними нормальный союз, нормальное взаимодействие, которое приведет к нормальному симбиозу и к тому, что эти люди будут также участвовать в строительстве или восстановлении нашего политического проекта. Так. Бабир Бобрович, Руслан, что вы делаете по существу? Я не против вас, просто интересно узнать, что вы делаете. Да много чего делаю, много чего делаете. До отъезда из Татарстана, вынужденно, естественно, мы делали очень много важных проектов. То есть у нас был клуб, который назывался «Татар Шахмат, Татарский квадрат». Мы открыли несколько филиаций в Самаре, в Тюмени, в Москве, где собирали вот видных представителей татарской интеллигенции, там, с Дамиром Исхаковым и Искандером Измайловым, выпускали и делали много материалов, стратегию татарского народа, написали, ездили по татарскому миру. Я же был сопредседателем движения «Демократический конгресс народов России», там и Максим Шевченко, и представители 30 народов после 17 года боролись за права наших народов на язык, на образование и на политическую деятельность. Также у нас площадка «Татполит». Мы занимались не только интеллектуальной деятельностью, но и расследованием. Пожалуйста, на YouTube-канале у нас эти расследования есть, которые привели там к существенным подвижкам. И нас судили за это с Искандером Сираджи, которого до сих пор сейчас преследуют. Ну и так далее и тому подобное. Огромное количество, если я сейчас буду перечислять, это не очень хорошо будет выглядеть, но однако же, даже находясь в миграции, мы стараемся помогать нашим людям, которые там переезжают, еще что-то, потому что в общем и целом людям необходимы рекомендации, какие-то направления и так далее и тому подобное. Занимаемся политическими делами. Вместе с Русланом Кутаевым в 2022 году в Стамбуле создали Союз народов за освобождение. Там тоже более 20 представителей национальных движений, кыргызы, казахи. Вошли азербайджанцы, грузины, я уж не говорю про народы Российской Федерации. Это как бы постоянная некая деятельность, движуха, что называется, сложа руки сидеть не приходится. Просто это выглядит как самореклама, но раз есть такой запрос и такой вопрос, то вот вам, пожалуйста, не сочтите это за то, что я себе там чего-то какие-то прибавляю очки. Кстати говоря, слово «авторитет» с латинского «augurus» – это то, что прибавляется. Чем ты больше прибавляешь некого статуса, тем у тебя больший авторитет. Возможно, что делается недостаточно, но что есть, то есть. И если бы были необходимые ресурсы и все остальное, я думаю, мы бы смогли продвинуться большую дистанцию бы преодолели. Но, к сожалению, пока так. Рушан Закиров, в России Федерация, но почему нет ни одной передачи про татар, которые все еще вторые по численности на Центральном ТВ? Это хороший вопрос, дорогой Рушан. Смотрите, в 2002 году был Всемирный конгресс татар, третий, получается, 92-й, 97-й, 2002. Там был Путин.
Значит, татарская общественность тогда на встрече с ним подняла вопрос, а почему нету никаких передач про народов и про татар в частности. И Путин сказал, да, это, в общем, неправильно, нужно сделать. И дал поручение. Это вошло в протокол встречи. Значит, создать, на канале «Культура», это все зафиксировано, значит, передачу отдельную про татар. Все. Дальше Татарстан поднимал эту тему и так, и сяк. Зарыли. Путин сказал, Путин не сделал. Какие-то маленькие там вот эти вот 5-минутные, 10-минутные выходят, там фольклор, мальклор и все. Почему? Боятся. Потому что если будет показана подлинная история, подлинное влияние, вы понимаете, что весь их каркас, весь этот вот искусственный образ, он же сломается тут же. А контроль за историей, контроль за текущим дискурсом – это главное, что держит любую диктатуру на плаву. Рустам Адамов, ассаламу алейкум, алейкум салам. Как вы представляете Татарстан без России? Ведь у нас все завязано с ними, экономика и так далее. Что делать? Ведь большое количество русского населения смешанных браков, которые в основном от чего-то там открывается. А что, почему не в состоянии жить? Это же не значит, что надо доградиться стеной и существовать. Вполне нормально будет действовать. Вот Советский Союз развалился, что отношения не выстраиваются, что ли, экономические формы. Вполне в 90-х годах жили, и торговали, и так далее. Если у нас будет своя субъектность, то мы можем спокойно взаимодействовать со всеми. Или вы представляете, там, значит, отгородиться ключепроволокой и сидеть, это же не так происходит в современном мире. Это вот Трамп там сейчас хочет это сделать. А, пожалуйста, это одно другому не мешает. В конечном итоге, если мы создаем отдельные как бы, такие политические субъектности, государства слово не люблю, стату, да, или политии, объединяемся с другими политиями, и национальными, и ненациональными, создаем конфедерацию, у каждого с сохранением собственного суверенитета, по примеру ЕС, то почему нет? У тебя есть и национальная экономика, у тебя есть и общая экономика. Одно другому-то не мешает, вообще никакого противоречия нет. Это просто пугалки. Это пугают вас, там без России. Что значит без России? У нас самодостаточно. Опять-таки я приводил примеры того, что если мы сохраняем у себя нефть, у нас есть промышленное предприятие, то мы спокойно могли бы жить как в Кувейте. И на этот счет были соответствующие исследования, неплохие выкладки экономические. Спокойно взаимодействуйте с Казахстаном, с Россией, торгуйте. Кто вас будет ограничивать? Сами, если только или там Россия не будет вводить какие-то эмбарго. Насчет смешанных браков, опять-таки, что это? Как это должно помешать? Ну, смешанный брак и смешанный брак. Принимайте как данность и дальше работайте. Опять-таки, это уловки и страшилки пропаганды. Вот сейчас там татар объявят о своей политической субъектности и будут, значит, там всех резать, убивать. Ну, как бы мы это проходили. Мы же в 90-х годах все эти страшилки проходили. А, Ваше отношение к Ильшату Аминову. Ильшат Аминов талантливый журналист, приспособленец, бесспорно. Сначала выступал против Татарстана, работал на телевидении в программе «Эфир», потом его взяли на ТНВ, бессменный руководитель этой телекомпании уже 20 лет, да, даже больше. У меня были с ним достаточно ровные отношения, но потом ему дали указания, он там сделал пару передач, значит, всячески пытался меня оболгать, вот, обзывать. Ну, это на его совесть. Пожалуйста, он человек, судя по всему, подневольный, он выбрал тот путь, который он выбрал, и закопал свой талант, скажем так, в пропагандистском вот этом всем направлении.
Так что каждый избирает то, что он избирает. Не хочу никого марать, покрывать и так далее. Пусть Всевышний каждому судьей будет. Вот. И история в конечном итоге нас рассудит. Я выбрал тот путь, которому всегда следовал. Он выбрал путь конформизма, денег и карьеры. Вот так. Татарстан бәйсезлеге алса, Аллаһ Тәгалә бирсә, башкала Казанда булачакмы әллә ләкин бүтән шәһәр кирәк булачакмы, кайда татарлар күп булачак беренче урында. Миңа калса, ул Казанда да булырга тиеш, Әлмәт булырга тиеш, башка калаларда. Ягъни Татарстанның әлбәттә баш каласы Казанда урнашырга тиеш. Әмма дә ләкин башка шәһәрләр дә безнең өчен бик якын татарлар өчен. Ырымбур булсынмы, Төмән булсынмы, Самар булсынмы, Сембер булсынмы, шул ук Касыйм булсынмы һәм башка, һәм башка. Аларга ниндидер башка статус бирергә кирәк. Мәсәлән, кече баш кала яисәме җәйге баш кала, кышкы баш кала. Монда уйларга кирәк, но минемчә бер баш калага бөтен функцияләрне һәм сәяси функцияләрне, идеологик тәгълиматны җыю дөрес булмастыр. Ну, соравыгыз бик тә урынлы, рәхмәт. Бобер Бобрович, вы все пытаетесь, что я делаю для настоящего момента. Может, не делаю достаточно. Хорошо. Хорошо. Теперь вопрос к вам, а что вы делаете? Что вы готовы сделать? Чем вы готовы жертвовать? Чем вы готовы жертвовать? Мы как бы жертвуем. Мы и на пути лишений серьезных. Если вам не нравится, что мы делаем, делайте в ответ. Старайтесь, выстраивайте. А пытаться искать прорехи в нашем деле, это не самое благородное дело. Почему я Кремлебот, я задал вопрос. Еще раз говорю, бобер. Отчет я дал частичный. Дальше расписывать, что я должен делать, я не обязан. Вы не мой работодатель. Вы не мой, так сказать, я не мой избиратель и так далее и тому подобное. Если есть конкретные предложения, я за вас. Дальше в таком режиме диалог я с вами продолжать не намерен. Я человек мягкий, покладистый, но всему есть определенный предел. Нашла. Шуның белән әңгәмәне Так, ну что ж, дорогие друзья, шуның белән бетерәбез. Да, бобер типичный, судя по всему, бот. Ярый, дорогие друзья, на этом мы с вами закончим нашу сегодняшнюю беседу. Меня калса бик кызык әңгәмә. Очень интересная была беседа. И большая просьба, если есть какие-то вопросы на следующие наши эфиры, обязательно пишите в комментариях или, значит, в чате телеграм-канала Татполит. И будем дальше выстраивать. То есть наш план, сразу скажу, следующий. Атнага бер тапкыр шул эфирга чыгу, значит, по повестке проходить. И я постараюсь, ну, по крайней мере, планирую 2 раза в неделю, я извиняюсь, 2 раза в месяц сделать лекции по истории татарского народа. И мы считаем, что
нужно выйти вот на какую-то такую вот системную работу для того, чтобы мы смогли с вами системно взаимодействовать и в конечном итоге выйти на то, чтобы, возможно, создать, ну, некий аналог какого-то такого лектория. Я не говорю там онлайн-площадки там образовательные, слишком громко, просто ресурсами не вытянем. А такой лекторий интересный, вот я думаю, к этому нужно выйти. Проблема, сразу скажу в следующем, что есть проблема, те люди, которые могут выступать, там, читать лекции, они не могут, да, у нас выступать по понятным причинам. Я фигура запрещенная, тот-полит запрещенный, и люди, которые находятся в России, они, к сожалению, не могут. Поэтому вот многое придется тащить самому. Я не сторонник того, чтобы быть экспертом во всех вопросах, это не очень правильно. Ну вот на безрыбье рак щука, как говорится. А если у вас есть какие-то предложения или вы можете как-то там выступать, давайте предлагайте, будем общаться, смотреть и взаимодействовать. Шуакуре, Бигзур Ахмед, Кадрле Дуслар, дорогие друзья, все те, кто были в эфире, все те, кто сопереживают, все те, кто готовы бороться, и все те, кому не безразлично наше прошлое, настоящее и будущее. Алла Верса, мы обязательно победим, победа будет за нами. Вся имя было